Здравствуйте, с вами журналист Олег Жилнин и передача «Другие новости». Мы сегодня находимся в историческом парке «Россия моя. История в Якутии». В историческом парке ярко и познавательно отметили День государственного флага России. Программа стартовала с развлекательной бента-лекции «Занимательные флаги». Также в течение дня гости парка погружались в историю на тематической экскурсии по выставке Рюриковича. Особый интерес у посетителей вызвали интерактивные зоны и творческие площадки. Участники праздника проверили свои знания в блиц-викторине «Угадай флаг» и собирали спелскарты Петровской России. Также мне понравился музей, где можно ознакомиться с династией Рюриковичей, и викторина про флаги, и блиц-викторина про флаги. Часть программы объединила сразу несколько полезных и патриотических активностей. Участники занимались рукоделием, раскрашивали герб, а также смогли написать теплые письма с поддержкой для солдат на фронт. Все мероприятия с внучкой нам очень понравились. Мы всех вас благодарим и поздравляем еще раз с праздником. Подобное мероприятие способствует формированию патриотического духа и позволяет расширить свои знания. Праздник получился очень уютным, подарил участникам новые знания и искренние теплые эмоции. Поздравляю всех с Днем флага Российской Федерации. Поздравляю всех с Днем государственного флага России. Исторический парк «Россия. Моя история» принял участие в августовском совещании Министерства образования Якутии, где представил свою роль в системе исторического просвещения. Под руководством Дмитрия Соловьева исторический парк, координируемый с начала года Министерством образования Республики, позиционируется как ключевой центр патриотического и духовно-нравственного воспитания. На совещании были представлены образовательные программы для школьников и учителей, включая формат музейного урока по истории России и истории Якутии. С сентября 2026 года стартуют интенсивные курсы подготовки к ЕГЭ по истории, а выставочные пространства станут ценными дидактическими материалами. В дальнейшем планируется запуск проектов, таких как уроки мужества, региональные образовательные программы, курсы повышения квалификации для учителей, олимпиады, квесты и лекции. Подписано соглашение о сотрудничестве между Управлением образования города Якутска и историческим парком для совместной реализации образовательных и просветительских проектов. Запланированы семинары с педагогическим сообществом для определения направлений сотрудничества, в том числе Институтом развития образования и повышения квалификации работников образования Якутии. Я считаю, что одним из самых привлекательных и красивых мультимедийных парков в Якутии это исторический парк «Россия. Моя история». Давайте посмотрим, что он нам предлагает. В историческом парке «Россия. Моя история» открылась новая мультимедийная выставка по следам ледников и вулканов. Экспозиция посвящена легендарному ученому и исследователю Сергею Владимировичу Обручеву. В основе выставки редкие материалы из фондов Национального художественного музея Якутии и личного архива семьи Обручевых. Главным украшением стали уникальные снимки, сделанные самим геологом во время сложнейших экспедиций. Через объектив его камеры зрители увидят суровую красоту северной природы и подлинную хронику полевых будней. Хочу сказать, что выставка действительно уникальная. Почему? Потому что она посвящена уникальному человеку, уникальному династии. И, конечно, эти люди сделали огромный вклад в развитие мировой науки. Ну, это здесь, если посмотреть и походить по выставке, мы видим, с чем связана золотоносность, кто первый ее открыл или дал предпосылки к развитию. Это, несомненно, то, что было сделано Сергеем Владимировичем в области геоморфологии, который первый начал дешифрировать рельеф. Особое место занимает раздел о знаменитой династии Обручевых. Ученых,
которые своими открытиями навсегда изменили географические и геологические карты Сибири. Уважаемые друзья, прекрасное событие сегодня на площадке исторического парка «Россия. Моя история» в городе Якутске по инициативе Русского географического общества и при поддержке многих организаций, в том числе общественных организаций, Министерства образования и науки, начала работу выставка, посвященная творчеству, судьбе, жизни, открытиям Сергея Владимировича Обручева. Да, мы не только отмечаем его 135-летие, но самое главное, отмечаем столетие его индигирской экспедиции. Экспедиции, которая впоследствии уже в 1926 году она состоялась, но в 1927-30 году уже за ней последовала Колымская экспедиция. И все это вылилось действительно в значимые географические открытия, как мы говорим, а места, в которых мы бывали, люди в картах мира отмечали. Так вот, посчастливилось Сергею Владимировичу Обручеву, что его открытия действительно были отмечены людьми на картах мира. Благодарю организаторов и обращаюсь к педагогам, к учителям, педагогам дополнительного образования. Приходите сами, приводите сюда детей. Спасибо. Выставка ждет вас в историческом парке по адресу улица Уткина, дом 5. Не пропустите. Сотрудник исторического парка Михаил Чоросов сейчас вам расскажет про сегодняшний вечер. Это же ежегодная акция «Ночь кино». В общем, из-за этой ежегодной акции мы решили устроить привычный нам уже фестиваль «Ночь кино». И мы подумали, «Ночь кино», улица. Сложили 2 плюс 2. У нас получился такой просмотр фильма на открытом воздухе, ночью как раз-таки. «Ночь кино» в историческом парке «Россия. Моя история» — это не просто показ фильмов, а живой диалог между прошлым и настоящим. Киноквиз о лентах, снятых в Якутии, станет не только проверкой эрудиции, но и поводом вспомнить, как природа и люди этого края оживают на экране. Призы за лучшие ответы — лишь приятное дополнение к радости узнавания родных мест в кадре. Бентолекции о съемках и народных обрядах откроют зрителям обратную сторону кинопроизводства, как режиссеры ищут свет в полярный день, как мастера воссоздают древние ритуалы и что остается за пределами сценария. Эти короткие встречи — это мост между техническим мастерством и духовной традицией, где каждый участник почувствует себя причастным к тайне создания кино. Экскурсия по выставке «Единством сильны» напомнит, что история региона — это история людей, сумевших сохранить идентичность в самых суровых условиях. Архивные фотографии, предметы быта и личные вещи героев станут визуальным прологом к главному событию вечера фильму «Не хороните меня без Ивана». Эта картина, основанная на реальных событиях, затрагивает темы памяти, долга и человеческого тепла. После сеанса зрители смогут обменяться впечатлениями, поделиться семейными историями, которые перекликаются с сюжетом. Такие разговоры — редкая возможность услышать друг друга, увидеть в соседе носителя собственной памяти и понять, что искусство начинается там, где встречаются поколения. Ждем вас 29 августа с 4 часов дня в историческом парке «Россия». Моя история по адресу город Якутск, улица Уткина, 5. Исторический парк «Россия. Моя история» является главной мультимедийной площадкой по изучению истории России. Ее посетил герой СВО, доброволец Югослав Деян Берич. Вот 14 год, мало кто вообще думал, что будет так надолго. А мы в Югославии, когда изучали Вторую мировую войну, геополитику, понимали, что война будет. Вопрос, она будет на Украине начнется или на Белоруссии. Запад ее должен был сделать, чтобы расчленить Россию на кучу маленьких. И вопрос Белоруссия, Украина не был в этом,
какое государство более предательское или какой народ больше не любит русских. Нет, вопрос был только в этом, где правительство государства будет достаточно слабым и достаточно коррумпированным. Вот в Белоруссии у них не получилось, и нашли такое на Украине. Так что мы в Югославии четко знали давно-давно, что война будет. Почему англичанам и американцам все идет под руку? Они никому ничего не прощают, еще бьют по голове свои союзники. Посмотрите сейчас, что происходит на войне. Вот отношение к нашим пленным и отношение к их пленным. Вот если бы мой солдат, когда я командовал, начал издеваться над бойцами, которые мы забрали в плен, я бы убил своего солдата. Без вопроса, без ничего. Потому что так нельзя. Потому что к пленному ты должен относиться человечески. Он у тебя враг, пока у него оружие в руках. Оружия нет, все. А они... И сейчас мы, когда победим, через 2-3 года русский человек снова будет прощать, и все, давай все по-хорошему, потому что просто душа такая широкая, хорошая, добрая. Веками училось, чтобы друг друга любили, чтобы друг друга уважали. Вот если воюешь, надо добить врага так, чтобы он 5 веков не мог прийти себе. А прощать не надо. Исторический парк «Россия. Моя история» посетил официальный гость – сербский доброволец, снайпер и капитан вооруженных сил Российской Федерации Деян Берич. В рамках визита для капитана Берича была проведена подробная экскурсия по ключевым залам. Особый интерес гостя вызвала экспозиция «Барс-2 Боотур. Боевой путь в зоне СВО», рассказывающая о подвигах военнослужащих. Также почетный гость ознакомился с выставкой «Единством сильны», которая подробно раскрывает богатую культуру, быт и традиции коренных народов Севера. Профессиональный интерес и особое внимание Деян Берич уделил специализированной выставке трофейной бронетехники НАТО, представленной на территории парка. Я вообще первый раз в таком парке, первый раз, и мне очень понравилось. Вот прям понравилось, захотелось на каждую таблу посмотреть и все, что как... Я люблю историю Якутии. Мне кажется, я смотрел все возможные документальные фильмы, которые есть о Якутии. Про Якутию сколько история большая и богата, так что много чего интересного есть. История мамут и все. Исторический парк приглашает жителей и гостей столицы посетить данные экспозиции. Ждем вас! Исторический парк «Россия. Моя история» является главной мультимедийной площадкой по изучению истории России и Якутии, и ее необходимо посетить. С вами был журналист Олег Желнин. Смотрите нас на телеканале «Россия-24» каждый четверг 13:15 и воскресенье 19:40.